Состоялась первая пресс-конференция вновь назначенного министра здравоохранения Суслана Наниева. В мероприятии приняли участие не только журналисты, но и блогеры, общественные деятели, представители сферы здравоохранения. Общение с министром прошло конструктивно, был обсужден широкий спектр вопросов. Одним из основных стало внедрение единой медицинской информационно-аналитической системы в Южной Осетии. По словам министра, система значительно повысит качество и доступность медицинских услуг в государственных учреждениях. Для чего нам это нужно? Для полного понимания и онлайн-понимания количества пациентов, которые находятся одномоментно в республике, для их контроля оказания качества медицинской помощи, для контроля расходования средств, в том числе лекарственных препаратов. И это нам позволит также анализировать заболеваемость в республике и иметь онлайн все данные, которые нам необходимы для прогнозирования и улучшения качества и доступности оказания медицинской помощи. В здравоохранении республики будет внедрена еще одна система. Проект направлен на решение системных проблем здравоохранения, включая перераспределение нагрузки между врачами и средним медицинским персоналом, оптимизацию внутренней логистики поликлиник, переход на электронный документооборот и создание открытой регистратуры. Нам известно, что он, будучи руководителем Росатома, разработали и флагманский проект по бережливому производству. Одно из направлений бережливого производства – это бережливая медицина, бережливая поликлиника. Это успешный проект, который был реализован в регионах Российской Федерации, также в новых регионах он реализуется, в Республике Абхазия он реализуется. Я попросил Сергея Владимировича дать поручение для того, чтобы Росатом совместно с Минздравом эти технологии внедрили и в Республике Южная Осетия, чтобы мы были на острие прогресса со всеми остальными. В ближайшее время в районах республики будут открыты государственные аптеки. Для начала они будут обеспечены лекарствами, входящими в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов, и станут доступны для всех категорий граждан. Суслан Наниев подчеркнул, что все препараты, поступающие в государственные аптеки, будут проходить строгий контроль качества. С расширением наших возможностей препараты, ассортимент будет шире. Но на начальном этапе мы ставим перед собой задачу открыть эти аптеки и по возможности их наполнить для дальнейшего их функционирования. Суслан Наниев рассказал и о поддержке участников специальной военной операции. Вопрос обсуждался во время встречи с президентом Аланом Гаглоевым. Мне поручено президентом Республики Южная Осетия Аланом Эдуардовичем Гаглоевым взять на контроль наших граждан, находящихся в военно-медицинских организациях, на лечении, и также в иных организациях Министерства обороны и других ведомств, в том числе и гражданского здравоохранения Российской Федерации. Я дам свои координаты для того, чтобы тем людям, которым я недоступен на данный момент по тем или иным техническим причинам, чтобы оказывать им помощь, а именно координацию в их лечении и разъяснением тех прав, которыми они обладают, для того, чтобы они воспользовались теми льготами, которые предоставляет Министерство обороны и иные ведомства в соответствии с законодательством Российской Федерации. Одним из насущных вопросов в сфере здравоохранения остается кадровый. Как отметил Наниев, Минздрав уже работает над его решением и планирует подготовить свое предложение до конца 2025 года. Также Министерство здравоохранения приглашает молодых специалистов рассмотреть возможность трудоустройства в республике. Это очень важное направление. Министерство здравоохранения Республики Южная Осетия в течение октября подготовит меры для создания условий возвращения наших граждан, находящихся за рубежом, которые имеют желание вернуться в республику, но не имеют такой возможности ввиду ограничений количества ставок и теми условиями, которые на данный момент препятствуют их возвращению. И я хочу сказать, что Министерство здравоохранения предложит конкретные меры, над ними уже работаем в тесном контакте с коллегами из Российской Федерации. На пресс-конференции обсуждался и вопрос установления предельных размеров оптовых и розничных надбавок на жизненно необходимые лекарственные препараты в аптеках республики. Мы будем отталкиваться от того законодательства, которое существует в Российской Федерации, будем перенимать те законодательные нормы, которые можем применить в республике. И на данный момент этот вопрос обсуждается и находится на контроле, в том числе Министерства здравоохранения Российской Федерации.
и мы с ними в тесном контакте готовим эту нормативно-правовой акт. Айлита Джоева, уполномоченная по правам ребенка при президенте Южной Осетии, задала вопрос министру касательно реабилитации детей-инвалидов. По словам Наниева, в республику будут приглашены профильные специалисты. Более того, в ближайшее время планируется провести общереспубликанскую диспансеризацию детского и взрослого населения. Также хочу поблагодарить министра здравоохранения Российской Федерации, доктора медицинских наук, профессора Михаила Альбертовича Мурашко за всестороннюю помощь. И, в частности, вопрос диспансеризации также с ним был обсужден. И к нам приедут российские коллеги и помогут нам проведение диспансеризации в рамках всей республики. В ходе пресс-конференции министр также рассказал об оборудовании, переданном РММЦ российскими коллегами. В ближайшее время оно будет введено в эксплуатацию. Более того, планируется пригласить российских специалистов для ремонта медицинского оборудования, находящегося в неисправном состоянии. Я хочу напомнить о том, что, например, в РММЦ у нас из 620 единиц техники по тем или иным причинам не используется 207. То есть треть техники у нас не используется. Она либо устарела, либо неисправна, либо есть какие-то другие причины, по которой эта техника не пользуется. Это очень много, 30% техники. Поэтому к нам российские коллеги приедут. Российские коллеги обучат также наших специалистов. Есть такая личная договоренность с генеральным директором. Они обучат наших специалистов в количестве 6 человек и возьмут на переведут на техническое обслуживание нашими силами той техники, которая у нас имеется. Сослан Наниев подчеркнул, что открыт к диалогу. Министр будет принимать граждан каждый вторник во второй половине дня. Более того, будет создан телеграм-канал министра, где он лично будет отвечать на все вопросы и жалобы. В конце пресс-конференции в адрес Сослана Наниева прозвучали слова поздравлений и пожелания успехов от коллег. Стелла Бязарова, Алим Бетеев, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня.